Минприроды России направила в правительство свои предложения по усилению борьбы с лесными пожарами, сообщила пресс-служба ведомства. Одно из основных предложений касается зон контроля лесных пожаров. Зонами контроля называют территории, где природные пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести пожар. В настоящее время губернаторы принимают решение, тушить пожар в таких зонах или нет. Минприроды предлагает передать эти функции с регионального уровня на федеральный. Кроме того, ведомство предлагает исключить возможность регионов самостоятельно менять границы таких зон. В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о нетушении пожаров в лесах рядом с особо охраняемыми природными территориями, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий, говорится в сообщении министерства. Примерно половину выпущенных в России транспортных карт с августа 2020 года нельзя будет пополнять наличными без идентификации их владельца. Это следствие принятых Госдумой и подписанных президентом Владимиром Путиным поправок в закон о национальной платежной системе. В законе говорится, что неидентифицированные клиенты смогут предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. То есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков. Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро, и де юре являются электронными кошельками, говорится в аналитической записке Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. При такой модели денежные средства поступают на записанный на транспортной карте электронный кошелек. Транспортные карты с электронными кошельками действуют более чем в 60 российских городах. Ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация. Минэкономразвития России будет предлагать упрощенную процедуру банкротства для физлиц с высокой долговой нагрузкой. Банки должны нести ответственность за то, что загоняют людей глубоко в долг, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Месяц назад Орешкин говорил о том, что министерство готовит предложение по оказанию помощи россиянам, которые не смогут обслуживать свои кредиты. Он приводил данные Центробанка, которые свидетельствуют, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов была выдана домохозяйствам и людям, у которых платеж по кредитам превышает 60% их совокупного месячного дохода. Будем предлагать упрощенную процедуру банкротства физических лиц для людей с высокой долговой нагрузкой. Например, для тех людей, у которых доход, который остается после платежа по кредиту, например, как вариант, опускается ниже определенного уровня – 1 или 2 прожиточных минимумов. Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести финансовую ответственность за это, сказал Орешкин. Власти Якутии планируют обсудить на полях Восточного экономического форума 4-6 сентября во Владивостоке текущие совместные проекты с делегациями Японии и Индии. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов. У нас положительный опыт взаимодействия с этими странами. Что касается сотрудничества с Индией, в течение 22 лет у нас работает алмазогранильная фабрика компании с индийским капиталом ДДК, отметил премьер. В частности, власти региона планируют обсудить с японскими партнерами строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» под Якутском. Также планируется представить иностранным инвесторам инфраструктурные проекты, в том числе по возможному участию в реконструкции аэропорта Якутска, модернизации коммунального комплекса Якутска. Вызывает интерес инвесторов возведение мостов и строительство дорог. Также будет представлен инвестиционный проект по строительству Жатайской судоверфи. Счетная палата Якутии сделала вывод, что при реализации мероприятий общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» бюджетные средства использовались нерезультативно. Общий объем выявленных нарушений, недостатков и рисков составил 94,2 миллиона рублей или 16% от общего объема проверенных средств. В ходе контрольного мероприятия проведено 12 визуальных осмотров объектов, которые выявили нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств и некачественное строительства объектов. Счетная палата Якутии отмечает, что низкая квалификация специалистов органов местного самоуправления, а в некоторых случаях отсутствие специалистов в поселениях и бюджетных учреждениях не позволяет обеспечить должный контроль за ходом строительства объектов. Все это привело к нецелевому расходованию бюджетных средств органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями в сумме 13,7 миллиона рублей в виде оплаты невыполненных объемов работ и завышения их стоимости, а также оплаты принятых
завышенных объемов работ, выполненных ранее в рамках другого муниципального контракта. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.